Швейцарская компания Nestlé добровольно отзывает из продажи в России и многих других стран некоторое количество партий сухих, быстрорастворимых молочных и кисломолочных смесей и сухой смеси на основе аминокислот лечебного диетического питания. Это делается в качестве меры предосторожности в связи с выявленным потенциальным риском наличия токсина цереулида в сырье внешнего поставщика, сообщили в Nestlé Россия. Арахидоновая кислота – это полинасыщенная жирная кислота омега-6, которая естественным образом присутствует в грудном молоке. Она необходима для нормального роста и развития детей, особенно для формирования мозга, нервной и костно-мышечной системы. Nestlé добавляет ее в свои смеси, чтобы максимально приблизить их состав к грудному молоку и обеспечить потенциальное питание для младенцев. Цереулит – это токсин, вырабатываемый некоторыми штаммами бактерии Bacillus cereus. Он устойчив к нагреванию и может вызвать тошноту и рвоту. В Российской Федерации временный запрет на ввоз и оборот данной продукции был введен еще на прошлой неделе. С 14 января по поручению председателя Госстандарта Абхазии Нарсоуа Сангуля на КПП республики отправлены инструкции по приостановлению ввоза вышеназванной продукции. В связи с чем Госстандарт проводит профилактические мероприятия, в том числе рейдовые. На сегодняшний момент по Республике Абхазия выехали 4 группы с отдела потребительского надзора и проводят мероприятия по изъятию с реализации данной продукции по данному списку, опубликованной самой компанией Nestlé. Под отзыв и нерекомендуемую к использованию продукцию попали 8 конкретных партий товаров. Поступили звонки от официальных поставщиков, они хотят вывести эту продукцию и компенсировать предпринимателям нашим ущерб. Мы на сегодняшний день уточним, если вывоз не будет осуществлен, мы будем держать под контролем, данная продукция будет утилизирована или денатурирована на территории Республики Абхазия по соответствию ГОСТам нашим. Важно отметить, отзыв касается только конкретных перечисленных партий, произведенных в период с 15 апреля по 27 ноября 2025 года. Другие партии, иные продукты детского питания Nestlé не затрагиваются. Госстандартом проводится комплекс контрольных мероприятий на границе и на внутреннем рынке с целью выявления недопущения в оборот на территории страны данной продукции. Также просьба всем потребителям, особенно мамам нашим, которые приобретали данную продукцию, внимательно пересмотреть, у кого уже оно находится дома, посмотреть, сверить. Если оно совпадает с нумерацией, названием и датой выпуска, вот тут указано с 15 апреля по 27 ноября 2025 года, и название совпадает, то немедленно отложить и не употреблять данную продукцию. В связи с тем, что данная продукция может также, связано все это с тем, что вызывает рвотный рефлекс и диарею у детей маленького возраста. Андрей Аргун, инспектор Государственного отдела потребительского надзора при Госстандарте, отметил, что на сегодняшний день исследовано не меньше 15 аптек. В большинстве из них имеются данные позиции товаров, непригодных к реализации. На данный момент мы выписываем предписание о снятии с реализации и в дальнейшем при координационной работе с нашим руководством будем опечатывать, снимать с реализации и, соответственно, возвращать поставщику. В целях обеспечения безопасности потребителей и всем субъектам хозяйственной деятельности необходимо незамедлительно прекратить реализацию и изъять из всех точек продаж всю продукцию, соответствующую описанным торговым маркам и опасному периоду производства. Сегодня председатель провел совещание, дал поручение всем подразделениям. Мы сейчас получили список поставщиков, группы выехали, будут там сверяться, проверять количество, объем, название и так далее. А также по рознице. И данная продукция продается как и в аптечных торговых объектах, так и продуктовых. Так что полный объем по всей Абхазии придется проверить и все торговые объекты по факту. Госстандарт призывает граждан быть бдительными при покупке и проверять даты производства на упаковке детского питания. Аэлита Арутюнян, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.